Добрый вечер на телеканале ТНВ Татарстан, ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей на нашей экспертной площадке, где мы говорим о ситуации с коронавирусом. Тема нашего сегодняшнего разговора, на мой взгляд, очень интересная. Это рассказ самих врачей и взгляд на свою работу за весь этот период пандемии. Вообще, на заре эпидемии общество называло врачей героями, но так продолжалось ровно до тех пор, пока, в общем-то, люди не утратили интерес к эпидемии, к собственному здоровью, и возникли два параллельных мира. Люди живут в своей реальности, где нет инфекции, врачи в своей, где уже нет иллюзий. Как же так получилось, что мы меньше всего сегодня доверяем уже экспертам, опытным, знающим людям, и как это отражается на них самих? Об этом говорим сегодня. И вот герои у нас в студии, мы до сих пор называем вас так. Рады вас видеть, я с удовольствием представляю наших героев сегодня. Марсель Мансурович Минулин, первый заместитель главного врача РКБ, руководитель Временного инфекционного госпиталя РКБ. Добрый вечер. Добрый вечер. С нами сегодня Эдуард Закирьянович Якупов, профессор, заслуженный врач Республики Татарстан, заведующий кафедрой неврологии Казанского государственного медуниверситета. Добрый вечер. Юлия Михайловна Созинова, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы. Добрый вечер. И Владислав Владимирович Байков, заведующий реанимацией Временного инфекционного госпиталя больницы номер 16. Итак, рады вас всех видеть. Напоминать телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554-56-10. Также прямо сейчас в прямом эфире нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте, а также на YouTube. Ну и для начала давайте вот так вот посмотрим в общем на всю ситуацию. Произошло ли в вашей жизни за вот эти 1,5 года нечто из ряда вон выходящее? Потому что сейчас для многих людей, что ничего нового уже не происходит, и врачи просто выполняют свой долг, борются с инфекцией, которую, в общем-то, скажем так, переоценили. Какой взгляд, вот, Марсель Мансурович, сегодня? На самом деле, в общем-то, ничего нового, наверное, уже не происходит, за исключением того, что все-таки люди болеют. Форма болезни ковид, она, естественно, меняется, более серьезно. Если мы говорим, что те препараты и те схемы лечения, которые были, скажем, в начале пандемии, это год назад, то, соответственно, сейчас эта форма более тяжелее протекающая. Что по отношению к врачам? Ну, наверное, если говорить то, что процентов, наверное, 90 врачей, они переболели уже этой инфекцией. И, соответственно, сказать, что мы привыкли к этой инфекции, конечно, нет, потому что это действительно меняющаяся форма. Повторюсь, это течение болезни поменялось, соответственно, контингент пациентов, он тоже меняется. Он меняется в сторону более молодых, может быть, даже если мы говорим, что в начале пандемии все-таки это касалось наиболее сильно и тяжело болели, это более пожилой контингент пациентов. Сейчас это также и остается, но молодых это тоже сейчас затрагивает. Юлия Михайловна, на ваш взгляд, вот как вы смотрите сейчас на эти 1,5 года? Ну, эти 1,5 года я могу сказать, что произошло очень много нового. Для меня лично, как для человека, как для доктора и для нашей клиники. Для нашей клиники это в 2 раза усилившаяся нагрузка. Построили новый корпус огромный для оказания помощи пациентам, именно ориентированный на COVID-19, оснащенный по последним, в общем, требованиям и санитарной службы, и инфекционной службы. Я стала начмедом этой клиники. Для меня это большая нагрузка. Моя семья меня потеряла фактически как человека, который участвует активно в семейной жизни, потому что вся моя жизнь сейчас отдана именно работе. Нет ни выходных, ни ночей, ни дней. И перспектив впереди тоже пока но нет, это не пессимистично, это на самом деле работа, которая захватывает. Вот, она полностью отрывает от чего-то другого, но она захватывает. И кроме того, конечно, мы очень выросли, я говорю и о себе лично, и о всех докторах, которые работают у нас в больнице. Мы выросли и в масштабе в количественном и в качественном. То есть мы сейчас оказываем помощь больным мультидисциплинарную. У нас дежурят круглосуточно мультидисциплинарные бригады. Нам очень в этом помогли, в оснащении и в создании вот этой помощи наши коллеги, в том числе вот из клиники РКБ.
Мы сейчас можем даже у себя внутри инфекционной больницы проводить хирургические вмешательства, вынуждены это делать и начали оказывать эту помощь с прошлого года. Каждый доктор, который дежурит, а дежурят практически все доктора, начал разбираться очень хорошо и очень подробно и в сердечно-сосудистой патологии, и в неврологической. Квалификация выросла. Да. И где-то в каких-то, значит, моментах акушерской патологии, потому что мы работаем и в педиатрии, мы работаем со всеми возрастами и со всеми социальными, скажем так, группами. Универсальные солдаты стали. Да. Владислав Владимирович, извините, все-таки вы согласны с тем, что ничего нового не происходит, как бытует сейчас такое мнение, и врачи просто выполняют свой долг и борются с инфекцией, которая, вообще-то, может быть, существует? Очень сложно с этим согласиться, потому что действительно за 1,5 года, за этих наша жизнь врачей, всего медперсонала больницы перевернулась буквально с ног на голову. Нагрузка выросла, изменилась схема взаимодействия между подразделениями, между отдельными специалистами, между службами. Ну и время нахождения именно на службе, конечно, увеличилось. А вы сами Все забыли изменились? уже про нормативы наши, кто, сколько и чего должен делать, сколько должно быть пациентов. Вы сами изменились за 1,5 года? Я за себя не могу сказать, потому что это нужно где-то со стороны, наверное, оценивать. Все это посмотреть. Эдуард Закирьянович, как вы считаете? Я думаю, что, Светлана, проблему еще шире можно рассматривать. Изменились не только врачи. Мир Мир изменился. Есть замечательная вот работа, она совсем недавно опубликована, о том, что, она не переведена на русский язык, что все мы, врачи, пациенты, политики, коммерсанты, деятели культуры, представители СМИ, находимся в состоянии под гнетом инфодемии. Вот такой появился новый термин – инфодемия. Я сейчас не о том, что мы получаем огромное количество тревожащих всех нас новостей. Я абсолютно с вами солидарен, что люди привыкли к тому, что есть некая болезнь. Сейчас больше многих интересует вакцинироваться, не вакцинироваться. Слава богу, уходят, и их становится все меньше и меньше ковид-диссидентов, которые считают, что этой болезни нет. Ну, странно, но все-таки таковые присутствуют на этой планете люди. Их все время хочется сказать: ты приди вот в ковид-госпиталь и посмотри просто, на эту ситуацию изнутри. Но я хотел бы сказать о следующем. Изменился мир, изменились мы, и не только в профессиональном плане. Юлия Михайловна правильно сказала о том, что ситуация с ковидом поменяла компетенции врача. Он же не может быть только кардиологом или инфекционистом. Он должен смотреть шире на пациента, много шире, потому что мы уже обсуждали в этой студии, что это проблема и мультидисциплинарного плана, и мультисистемного поражения организма после ковид-инфекции. Но я бы хотел сказать вот о чем. Совсем, вот готовясь к передаче, я посмотрел цифры. До 80% медицинских работников испытывает в связи с ковидом синдром эмоционального выгорания. Выхолащивается человек. И вот кто-то говорит: я готов еще работать. Ну, коллега со мной согласится. Те, кто работает в ковиде, их ведь в том числе и по материальным причинам не вытащишь многих оттуда, потому что это, ну, честно говорить, надбавки, это другая совершенно зарплата, которую они не видели в обычной своей жизни. Но вот эта фраза «семья меня не видит», человек выхолащивается, потому что он не успевает отдыхать. Только что коллега говорил. Забыли о нормативах. О нормативах забыли, правильно. Какие нормативы, когда нужно экстемпор сейчас оказывать помощь человеку. Это мы изменились все. И врачи, и общество в целом. Вообще, вот, говоря о нормативах, стандартах, вообще тоже такой миф или такое расхожее мнение, что, ну, медсестра, врач, санитар, они обязаны работать в красной зоне. Вот вы давали клятву Гиппократа, вот и обязаны рисковать своей жизнью ради нас. Вообще, как вот к этому мифу клятвы отнестись? Гиппократа давайте, Светлана, осторожнее. Не будем, да? Нет, не потому что не будем, да, мы действительно, мы давали вообще-то присягу советского врача, да, Это в клятве главное, Гиппократа есть вещи, которые вот так и хочется многим моим коллегам повесить ее в приемном покое, чтобы, черт возьми, люди наконец прочитали эту клятву, которой они апеллируют к врачу, говоря о том, что он обязан, должен, роняя тапки, бежать и все делать. Конечно, и реанимация,
и инфекционная клиника, и РКБ, ведущая клиника республики. Все врачи оказывают, и медицинские работники среднего звена оказывают эту помощь. Но все-таки надо понимать, они тоже люди. Они тоже могут уставать. Они тоже болеют, с ними все это тоже происходит. И клятва Гиппократа, она имеет все-таки определенные позиции. Не Другие будем в нее. позиции. Вообще, было на практике так, что уходили врачи вот в этот период просто из профессии? Из профессии, из профессии, специальности мы имеем в виду? Да, То вообще, есть, скажем, то есть, хирург, травматолог становится... Вот нет, ну это то, что это понятно, что вы все стали заведующими временным инфекционным госпиталем. Нет, про я то, бы что не уходили из сказал. профессии, Нет. Я бы не сказал, что, чтобы из профессии, из специальности врачи уходили. Правильно сказала Юлия Михайловна, да, о том, что каждый из нас, вот я хирург, я стал в любом случае и отчасти инфекционистом. Инфекционисты, она становится и хирургами, и кардиологами, и акушерами, да. как угодно, потому что ковид это ковид, но под ковидом еще рядом идут и сопутствующие какие-то другие заболевания у одного же и того же человека. И поэтому некий универсализм, который присущ сейчас докторам, которые ведут эту категорию пациентов, он присущ. И эта жизнь вынуждает именно так, потому что это специфика самой работы в красной зоне, это ограниченность посещения, естественно, и, соответственно, там по 10 специалистов разного направления возле одного пациента, конечно, не будут. То есть универсальные солдаты. Мы фактически просто временно подвело именно к этому специальность, конечно, она не меняется. Не меняется. Зачем? Но я хочу что сказать. Все-таки, да, что поменялось, если мы говорим, что с начала пандемии, это 1,5 года назад, мы, конечно, не знали, мы все набирали по частичкам этот опыт, то сейчас ковид – это ковид, и рядом еще идет и основная жизнь. Как бы никто не отменял и другие патологии, и экстренные, в том числе, жизнеугрожающие, и плановые. Поэтому здесь, просто человечество в любом случае привыкает жить с данным заболеванием. И это, в общем-то, никуда не уйдет. Именно и это мы должны достигнуть. То есть человечество, так же как грипп и прочие заболевания, мы должны помнить, что просто есть понять, такое. что это все рядом. Хорошо, мы продолжим после рекламы, не переключайтесь.
Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Сегодня мы разговариваем с врачами, с теми, кто непосредственно работает на передовой с ковид. Вот их взгляд на работу госпиталя на эти 1,5 года пандемии. Вот все-таки вопрос, как не выгореть, наверное, это отдельный вопрос, более сложный. Но все-таки были люди, которые не выдерживали, и как вы выдерживали, особенно первый этап начала пандемии? Кто отказывался ходить в красные зоны? Могу сказать. Ну давайте, дайте, Елена Михайловна. Про красную зону мы узнали самые первые в республике, потому что к нам привезли вот Diamond этих Princess, пациентов, да? с Diamond Princess. Уж про это мы много раз рассказывали, но просто я хочу как раз сказать здесь, там ведь как ситуация сложилась. То есть люди пришли на дежурство, ну, мы приблизительно думали, что у нас какие-то учения произойдут, и, может быть, на 1-2 дня мы будем закрыты от окружающего мира. Вот. И тут, собственно, пришли руководящие лица республики, Министерство здравоохранения, вызвали этих людей и сказали, у нас задание, сейчас приедет, борт прилетит к нам в Казань, к нам сюда привезут людей, в каком они будут состоянии, мы пока ничего этого не знаем. Мы на всякий случай подготовили реанимационный один из боксов, мы подготовили отделение, развернули, которое было полностью готово для того, чтобы изолироваться, и подготовили персонал. И мы сами, на самом деле, не были настолько морально готовы к тому, что они уйдут туда на изоляцию на 2 недели минимум. Вот. То есть он пошел на работу да, и... произошла беседа. Она произошла прям ночью тогда же, в 12 часов ночи вот это все происходило. С каждым отдельно, лично президент нашей республики и министр Общался, да? даже проговорили, готов ли ты пойти. Было, я могу сразу сказать, из врачей никто не отказался. Ну, мы, собственно говоря, уже как-то и выбрали тех, которые... Даже одна у нас девочка была, которая вообще в этот день была выходная, она была в кино, ей позвонили и сказали, вот надо приехать сейчас, тут надо будет на дежурство подмениться. Она приехала на дежурство, а потом ей сказали, что надо будет пойти на 2 недели, и она пошла. Вот. Ну и были 2 медсестры, которые не смогли, но там действительно серьезная семейная ситуация, они просто испугались и за свое здоровье, и за здоровье, за них еще, за ними там семьи, дети. Вот. Было 2 человека, которые отказались, мы их тут же заменили, и тут же нашлись люди, которые пошли. Вот. А что касается вообще отказаться пойти в красную зону, вот мы с коллегами здесь поговорили, это было в самом начале, когда не знали, как себя вести и так далее. Но у нас, вот, допустим, в клинике, я знаю, что во всех госпиталях это то же самое. У нас наши люди знают, что они защищены. То есть есть такой принцип, да, вот в самолете. Сначала защити ребенка, надень на него маску, потом защити себя, потом наоборот, сначала себя, защити потом себя, ребенка, потом да. ребенка, да, я неправильно сказала. В данном случае тоже так же. То есть мы свой персонал инструктируем, и они все знают, как себя вести в красной зоне. То есть они защищены. В красной зоне они защищены сильнее, чем в обычной жизни. Потому что в обычной жизни к ним придет ребенок от соседей из детского сада, который хлюпает носом. Неограниченное количество контактов. Или там, значит, они пойдут куда-нибудь на концерт и так далее. И захотелось расслабиться. И там будет рядом сидеть человек без маски, который кашляет. А здесь они в зоне, у них надето на них все как положено. Другой вопрос, что сначала вот надо было привыкнуть к этому режиму работы. То есть привыкнуть работать в этих костюмах, привыкнуть правильно одеваться и раздеваться. Не было, ну, скажем, костюмы были не такими удобными, как сейчас. Сейчас все это очень удобно и приспособлено, и люди, сейчас в общем, этот вопрос вообще не стоит, я так дискомфорт понимаю, в этом да? плане уже не испытывают. Хорошо, смотрите, еще такая вот в обществе идет, скажем так, борьба здравого смысла с социальным злом, который несут противники вакцинации. Давайте уж так признаемся честно. Насколько часто вам приходится сталкиваться с жертвами этого антипрививочного движения? Ну, наверное, те, кто не привит до сих пор, вот это как раз и жертвы это антиковидной пропаганды, антипрививочной пропаганды. Потому что, ну, абсурд. Мы спокойно делаем и относимся абсолютно спокойно к вакцинации, например, против гриппа, да? Не думая о том, как это влияет на человека, влияет ли это на детородные функции, влияет ли это вообще на здоровье каким-то. Ведь какие угодно доводы приводятся для того, чтобы высказать мнение против вакцинации. В реальности, кроме пользы и, значит, как-то защитит, чтобы человека данная вакцина никаких противопоказаний не имеет вообще.
И поймите, ну, раз создано во всем, это во всем мире. Есть страны, где тотально идет тотально провакцинированное уже Израиль. население. И, по крайней мере, возьмем это Китай, например, да, откуда и началось. Там, если один человек там заболевает в настоящее время, уже там все ограничительные мероприятия, то есть не болеют. В Швейцарии, например, люди вообще не умирают практически от ковида, да. Почему? Да потому что это есть определенный менталитет, определенное мнение людей. То есть понимает, что только вакцина может спасти как-то. И, в общем-то, думать о других тоже нужно. Хорошо, ты заболел сам, но ведь есть еще окружающие, которые ты можешь им принести угрозу. Ведь нужно об этом думать. Мы живем в обществе, и, соответственно, выработка коллективного иммунитета – это первоочередная задача вообще и залог успеха борьбы с ковидом. Как Ну, к часто- сожалению, да. к сожалению, коллега Алаверды, что называется, в нашей стране вот этот социальный компонент, социальная ответственность, она Низкая, очень да? низкая. Низкая, и какое-то мракобесие на уровне средневековья с этими чипированиями. Я не будем сейчас эту глупость повторять, но факты упрямая вещь. Мы, кстати, в очередной раз сегодня установили новый рекорд по смертности в нашей стране за весь период пандемии. Смотрим в Британии, тоже количество заболевших, как и в смертность России, а смертность-то ниже. Вот то, что вы говорите, это же первая причина, что вакцинация. Но удивительно другое. Вот я у себя на YouTube-канале и в Инстаграме, и в социальных сетях выпускал в поддержку вакцинации ролики. Не скрою, я в определенный момент в самом начале говорил, абсолютно непродуманная, я бы сказал, даже недалекая, недальновидная политика по продвижению, промоушену вакцинации и вообще этой темы. Она была, и это, кстати, следствие того, что сейчас происходит в Российской Федерации. Неумно это было сделано вот тогда, когда только-только создавали вакцину. Но сейчас другая ситуация. Все, огромный материал накоплен, миллионы, десятки миллионов провакцинированных. Чего что тут говорить? Так обвиняют. Вы продались, вас купили и так далее, и так далее. И это говорят обо всех, кто говорит за вакцинацию. Даже есть такое движение «Честные врачи». Это те врачи, которые говорят против вакцинации. Почему они честные? Почему вот этот разговор людей, которые на переднем крае, он нечестный? Это неправильно. Вы часто сталкиваетесь с жертвами антипрививочного полностью согласен. движения? У вас там часто, наверное, Я бывает? в госпитале с противниками вакцинации не сталкиваюсь совершенно. Я уверен, что среди больных наших все с удовольствием бы вакцинировались, если бы знали заранее, как они себя будут чувствовать. Те, с кем удается пообщаться, а в реанимации это не так много людей, среди пациентов, с кем можно продуктивно пообщаться, они высказывают сожаление о том, что вовремя не получили вакцину. Ну, потому что вот сомневались, не успели, Да. пока сейчас, собирали испытав научную на базу. себе заболевания, все их предположения о том, как на них могла бы повлиять вакцина, разрушаются. Еще есть такое высказывалось мнение, что нужно обязать тех, кто принципиально не прививается, написать отказ или вот ремарку, что в случае болезни человек сам будет платить за свое лечение. Вот как вы отнеслись бы к такому предложению? Вот как врачи в этой ситуации. Спорная идея, конечно, есть такая... Да? Рублем наказать. Рублем наказать. Ну, это Хотя, так и на самом есть, да. деле, в западных странах, во многих западных странах есть определенный подход, что, я не буду там приводить конкретные примеры, но это и в Израиле, и в Соединенных Штатах, то определенным нозологиям ты должен доллар или шекель оставить, потому что ты сам виновник своей проблемы. И то, что сейчас происходит, с одной стороны, мы видим, как люди стали понимать, что такое здоровье, и в то же время наплевательское отношение, вот эти две, казалось бы, несопоставимые вещи, удивляют меня. Ну, это как страхование жизни, автомобилей и так Да, далее, и так да. далее. То есть должно... Как вы считаете, Юлия Михайловна, вот с такой улыбкой просто на этот вопрос Ну, отреагировали? дело в том, что ковид – это не та болезнь, когда можно таким образом действовать. К сожалению, мы ведь видим, что здесь надо оказывать именно помощь человеку. Он болен, он смертельно болен, он тяжело болен, ему не хватает воздуха, у него легкие поражены в большом объеме, он задыхается. О чем здесь может идти речь? Конечно, мы будем оказывать помощь. Нам без разницы, кому оказывать помощь. Привит он, не привит. Просто мы, когда знаем, что человек привит, мы знаем, что прогностически этому человеку мы помощь окажем эффективно, скорее всего.
Бывают редкие, очень редкие случаи, когда у привитых развиваются действительно какие-то тяжелые осложнения, но это чаще всего все-таки связано или с очень поздним обращением, или с какой-то другой ургентной патологией. Ну, Сопутствующей да, ургентной абсолютно, патологией. не связанной с ковидом даже. Вот. И вот, ну, много раз называлась цифра, но она же реальная. Вот сколько среди общего количества находящихся в стационаре, сколько процентов привитых, да? Ну, вот мы ее много раз пытались перепроверить у себя, ну, потому что каждый день, в общем-то, эту информацию сейчас уже мы, если раньше Анализируете? считали ее для себя, сейчас мы ее еще и подаем в надзорные органы тоже, сколько человек привитых у нас лежит. Вот, то есть это всегда не больше 2% от общего количества вот, обратившихся. То есть это очень маленькая цифра, и самое главное, что эти люди, мы другую картинку видим у них заболевания. Потому что у них вот эти антитела, которые, если только в том случае, конечно, то есть вот я как раз здесь хочу оговориться еще, потому что очень много обиженных в свой адрес даже каких-то высказываний слышу. Вот я привилась 2 недели назад, вот ты говорила, а вот я сейчас заболела, вот ты говорила, я пошла, или там я пошел. Как так? Как же так это могло произойти? Я привил свою маму, а она заболела. Молодец, что привил. Очень хорошо. Мама с имеющейся онкологическим заболеванием, с имеющимися какими-то хроническими другими болезнями осталась жива благодаря тому, что у нее уже были антитела. А если человек привился только что, у него просто эти антитела не успели выработаться, к сожалению, эта вакцина еще не сработала. И вот этот этап самый, когда вирус только попал, а у человека уже есть антитела, часть этого вируса связалась, уже процесс будет не такой тяжелый. Я не знаю, корректный вопрос или некорректный. Вообще, вот когда оказывается у вас среди пациентов привитый и непривитый, ко всем одинаковое отношение? Или все-таки сострадание к непривитому все-таки меньше, что вот... Ну, Ничего подобного. Понимаете, пациент, он кто бы он ни был, это пациент. Конечно. Привитый он, непривитый. Это всем в одинаковой форме и абсолютно с одинаковым отношением оказывается медицинская Просто помощь. мы очень радуемся, скажем, ну для себя, как для врачей, что если мы знаем, что он привит, это значит, что нам будет проще. У Вот и нас всё. некая Уверенность появляется, что мы сможем В положительном помочь. исходе, да? конечно. Да. Они не попадут к нашему коллеге в реанимационное К отделение. Байкову не да? попадут, да, в этой самом ситуации. деле Вот реклама, тяжело. не попадете к Байкову, сделайте вакцину. Еще в завершении такой, вот и короткие достаточно вопросы, может быть, ответ. Какого пациента вы за эти 1,5 года запомните вот на всю свою жизнь? Или запомнили на всю свою жизнь? Были такие истории? Почему? Или Михайловна? У меня, на самом деле, я думала о том, какие пациенты мне помнятся. Вот 2 очень таких. В конце декабря перед Новым годом мы выписали бабушку 101-летнюю, и мы тогда ее провожали, в общем, Аплодисментами, всем коллективом, да. аплодисментами. Мы очень за нее переживали. 101 год ей исполнилось 25 декабря, и 26 мы ее выписали благополучно, с выздоровлением. Вот. Но бабушка такая сухонькая, всю жизнь следила за своим здоровьем, вот, никогда ничего лишнего себе не позволяла. И еще ровно через полгода, в мае, мы получили очень тяжелого молодого человека, 24-летнего, который у нас 2 месяца провел в клинике, из них 1,5 месяца провел в реанимации. Он заболел одним из первых, вот, попал в эту Индийский? 3-ю волну индийским штаммом. Вот специально несколько дней назад уточняла, как его здоровье сейчас. Мы Всё. его выписали на концентраторе на кислородном. Ну, живой. Все хорошо. Коротко буквально. Марсель Иванович, кого запомнили? Но пациент, которому мы провели трансплантацию печени, Когда он болел? заболевает ковидом, ну и, соответственно, в общем-то, проводил соответствующее лечение, мы его благополучно выписали, да. Как у Ну, вас? к сожалению, запоминаются самые тяжелые и те пациенты, которых хотелось бы больше всего спасти, но не удалось. Все, это понятно. А вы знаете, да, я Георгий себя больше всего Коротко только. запомнил. Хорошо. Себя. Как сам Как сами тяжелая болели, да? болезнь была, и я понял, что есть ценность — это твоя жизнь. Все хорошо. Я благодарю вас всех за то, что приняли участие в программе. Желаю вам удачи. Я надеюсь, что мы вернемся к плановой медицинской помощи, и жить с ковидом станет привычкой, какой-то привычной жизнью, наверное, но не столь молниеносной, смертельной, с неожиданным течением, да, и без такой большой смертности, которая сегодня все-таки, несмотря ни на что, есть. Я благодарю всех телезрителей. Завтра мы встречаемся с вами в 20:00. Будем говорить уже о ковиде, как его переносят дети. Всего доброго. До свидания.